Вы слушаете аудиоподкаст «Дерс», посвященный истории народов Крыма. В этом эпизоде курса лекций кандидата философских наук Надира Бекирова вы узнаете о том, как киевский князь Владимир взял Херсонес и крестил Русь. Действительно ли Тьму-Таракань находится так далеко? Как она была захвачена русскими князьями и что нам известно об этом княжестве? Момент появления русов в Крыму выпадает на X век, то есть период, когда они уже возглавляли какую-то часть восточнославянских племен, но еще не были вполне славянами, сохраняя свои варяжские имена, дружины и нравы. Оба эти случая хорошо известны. Первый эпизод – крещение князя Киевского Владимира или Вальдемара в Херсонесе. Начинал князь Владимир как убежденный язычник. К моменту его восшествия на престол христианская община в Киевской Руси уже существовала. Первыми крестились еще Аскольд и Дир, и он был один из ее ярых гонителей. Однако в какой-то момент он решил принять единобожие. Сохранилась легенда о том, что он пригласил для ознакомления с существующими религиями представителей мусульман из Волжской Булгарии, иудеев из Хазарии, христиан из Константинополя и Рима. Был период, когда симпатии Владимира склонялись к католицизму. Однако, в конце концов, он выбрал восточно-римское православие, в связи с чем и отправил письмо с просьбой крестить его и прислать вероучителей в Русь. Восточный Рим уклонялся несколько лет. Это требует осмысления. В общем и целом, поведение Восточной Римской империи на первый взгляд представляется парадоксальным. Язычники просят крестить, а они тянут. С точки зрения церкви недопустимое поведение. Кроме того, Восточный Рим активно добивался крещения близлежащих народов, например, болгар. Или с радостью принимал в лоно православия своих вчерашних врагов, готы в Крыму. Ну как же так? Представляется, что мотивы во всех случаях были не религиозные, а политические и экономические. Тех, кто жил на границе, крещением в православие превращали в своих младших союзников, обязанных защищать и оберегать своего патрона Восточный Рим, Константинополь. А вот Киевская Русь, удаленная, большая и проблемная, в том числе в постоянной вражде с хазарами, союзниками Византии против арабов государства. Теперь уже не Киевская Русь будет защищать Константинополь, слишком далеко. А Константинополь, хочет он или нет, вынужден будет участвовать в проблемах Киевской Руси. Румеи раздумывали. Владимир решил взять инициативу в свои руки. Едва ли не ближайшим румейским городом к Киеву был Херсонес. Владимир организовал поход на него, попытался взять его штурмом, но неудачно. Осада Херсонеса затянулась без всякой надежды на успех. Это, кстати говоря, требует некоторых дополнительных комментариев. Обратите внимание, что Херсонес в те времена, не такой, чтобы совсем маленький, но все-таки город абсолютно несопоставимый с Константинополем. На него идет киевский князь уже в нескольких поколениях, который, очевидно, даже поэтому гораздо сильнее в военном отношении, лучше организован, чем его предшественники, которые, внимание, примерно за 100 лет до него брали Константинополь, как пишется в некоторых летописях. Вопрос, а как же так? Его предшественники 100-летней давности брали Константинополь, там прибивали щит на ворота и всякое такое. А Владимир со всем войском не может взять провинциальный и просто несопоставимый ни по размеру, ни по населению с ним Херсонес. В чем же дело? Наверное, надо еще раз вернуться к походам Руси на Константинополь. А что, собственно говоря, ими двигало? Там было 2 договора с императорами византийскими. И что преследовали киевские князья, когда еще до крещения шли походом на Константинополь и пытались его взять? Пытались, да, но взяли ли? А дело в том, что оба эти договора связаны с тем, что Константинополь подписывал соглашение о разрешении русским купцам самостоятельно торговать в Константинополе. Вот подумайте сами, что это за война такая, которая ведется ради того, чтобы ваши купцы могли там торговать? Выглядит, на первый взгляд, странно.
А на самом деле ничего странного. Дело в том, что Константинополь и Румейская империя торговала с этим представителем торгового пути из варяг в греки, но с кем? С хазарами. С хазарами, которые контролировали выход торгового пути из варяг в греки на юг, и в этом же месте он смыкался с формирующимся Великим Шелковым путем. Поэтому русские купцы, во-первых, были конкурентами хазарам, во-вторых, они были врагами хазар, потому что хазары постоянно воевали с Русью, Русь воевала с хазарами, хазары считали это русским каганатом, новые уже правители Киева считали себя отдельным независимым княжеством, и шла хроническая война. В этих условиях, безусловно, Константинополь занимал сторону своих союзников. И хотя не участвовал в войне, он просто не допускал русских купцов на свой рынок. А это было очень интересно и важно для киевских князей. Вопрос. Взяли ли киевские князья и их дружины, там, их союзники, военные Константинополь? Кто его знает? В своих летописях пишут, что взяли. А вот если посмотреть на войну Владимира с Херсонесом, он через 100 лет не смог взять город, который от Константинополя на расстоянии нескольких сот километров, который ближе к Киеву, чем к Константинополю, пожалуй, что, и население, которое там в десятки раз, и, соответственно, войско меньше, чем войско Константинополя. Снова возвращаемся к вопросу, а взяли ли они Константинополь на самом деле? Можно сказать, наверное, взяли. А что с ними иногда тогда договор заключали? Объясняю. Константинополь, помимо крепости, там всяких культурных учреждений, церквей и так далее, был огромным рынком. Теперь представьте себе, что в огромный супермаркет, на площадь при этом супермаркете приходит группа вооруженных людей, которые пытаются в него попасть, но не попадает. Но зато она громит все в округе. Автостоянку, банкоматы, там, я не знаю, разгоняет посетителей, которые пришли там или только что вышли из этого супермаркета. И гоняться за ними, значит, по всей округе, администрация этого или хозяина супермаркета не хочет. Как вы думаете, что он сделает? Он спросит этих, а что вам нужно? Они говорят, да ничего, собственно говоря, мы пришли делать покупки. Так черт возьми, ладно, заходите, продавайте свое, покупайте там наше, только не громите, пожалуйста, округу. Для этого вовсе не обязательно брать супермаркет, а превратить торговый центр в проблемное место для мировой торговли. Туда купцы приезжали со всей Азии и всей Европы, и вдруг тут кто-то создает угрозу для нормального процесса, который шел веками. И тогда, конечно, да, подписывается торговый договор. Но это вовсе не означает, что сам Константинополь был взят. Но я не настаиваю на этой точке зрения, потому что, действительно, совершенно аутентичных свидетельств поры не осталось, но она очень сильно похожа на то, что было на самом деле, если сравнить с тем, что Владимир так и не смог взять штурмом Херсонес. Однако он его взял. Осада Херсонеса затянулась без всякой надежды на успех. И вдруг произошло чудо. Это опять по рукописям, по летописям. Ночью в лагерь Владимира прилетела стрела из-за городской стены. К ней был прикреплен план, в котором указывался лесной источник, из которого по подземному трубопроводу город получал воду. Напоминаю, что к этому времени, а это X век, эта практика вести воду через лесные дебри, через большие расстояния по керамическим трубам туда, куда нужно, в Крыму уже была очень хорошо развита. Она была общекрымской. Об этом мы говорили на прежних лекциях. И тут я, наконец, даю объяснение, что же означало слово «сустуру», обет молчания, обязанность молчания, верности которой клятву приносили в том числе херсонеситы. Обратите внимание, что херсонесской клятве херсонеситов до момента, когда она была нарушена, прошло 1300 лет. Именно в III веке нашей эры каждый житель Херсонеса брал воду в городских источниках. И он знал, он не мог не знать, что эта вода выходит не здесь на месте, она ведется откуда-то по трубам из сердцевины Крымских гор.
и, становясь гражданином Херсонеса, эту тайну берегли как самую большую святыню, потому что от нее зависело существование города и государства. Вот и был тот сустуру, или в греческом варианте, в эллинском варианте состера, слово, которое не могли перевести и не могут перевести с греческого, обязательство молчать об основной тайне города. И вот в X веке, через 13 веков после этого, этот обет, эта тайна, эта клятва была нарушена кем? Одним из священников или монахов, которые жили в Херсонесе. Он сообщил об этой тайне, послав стрелу ночью в лагерь противника, князя Вальдемара, но остальное было делом техники. Через несколько дней город сдался. Через несколько дней после 1300 лет того, как никто его не мог взять по-настоящему. Достаточно было нарушить однажды эту тайну кем? Христианским священником, для того, чтобы судьба Херсонеса была предрешена. Обращаю внимание, что вот дословно та клятва. «Обязательство молчать народу охраню и не передам на словах ни эллину, ни варвару ничего тайного, что может повредить городу». Но не все держат слово, не все держат клятву. Тем не менее, она 1300 лет спасала город. Вот какие тайны хранили херсонеситы. Но, как выяснилось, не все. Пославший стрелу оказался православным священником, принявшим впоследствии деятельное участие в крещении Владимира. Владимир после крещения достаточно четко показал, чего он хотел на самом деле. Он послал в Константинополь письменные требования, чтобы за него выдали сестру императора. Ну, казалось бы, вот приобщился к правильной религии, в чем дело? В это время в Крыму было очень много православных христиан. И ты был одним из новообращенных? Нет. На это ушло несколько месяцев, которые он со своим войском прожил в Херсонесе. Но он ее дождался, сочетался церковным браком, после чего, забрав все драгоценности, имевшиеся в городе и церквях, отбыл с новой женой. До этого он был женат на нескольких женщинах по языческим обрядам. Их всех он удалил от двора в Киев. Открывший ему врата или ворота города священник последовал вместе с ним. Удивительно, правда, да? Что это вдруг? Что он не остался в Херсонесе продолжать свою работу? В источниках не описано, как именно Владимир и его войско добрались до Херсонеса и как из него вернулись. Вот действительно нет. Можно предположить, что его поход не мог пройти незамеченным как для печенегов, живших между Киевом и Крымскими горами, так и для хазар, государство которое было разгромлено, но буквально за несколько десятков лет до этого похода. Но входившие в хазарский каганат племена никуда не делись, особенно на западе Хазарии, где войны не было. Однако нигде нет ни малейшего упоминания о каких-либо столкновениях по пути следования, что очень сомнительно, особенно при возвращении, когда все кругом знали, с какой добычей он возвращался. Если бы его армия была устрашающе сильна, то ему не пришлось бы так долго возиться с взятием города. И известны другие эпизоды из жизни печенегов, когда они одного из киевских князей преследовали, и тоже в русских летописях пишется, как они хорошо сделали, что они убили киевского князя, который возвращался из похода в Болгарию и Византию. То есть и для печенегов это не было таким недоступным делом. Скорее всего, будучи варягом по происхождению и боевым навыкам, Владимир и его дружина использовали водный путь вниз по Днепру. Тогда это была рутина, так ходили все купеческие караваны. Потом по морю прямо к Херсонесу, обойдя не только степи, но и Крымские горы. Возвращались, вероятно, таким же образом. На море его не могли достать ни печенеги, ни хазары. Второй интересный эпизод – это русское княжество Тмутаракань. Никто не может сказать, когда точно Тмутаракань попала под власть киевских князей. Предполагают, что это происходило при возвращении Святослава из победившего похода против хазар в 960-е годы, либо в ходе похода Владимира на Херсонес. Если это был силовой захват, второе маловероятно. Если захват Херсонеса Владимир мог оправдать желанием войти в лоно христианства, то на этом фоне завоевать и оставить у себя еще одно византийское владение, Тмутаракань до захвата его русскими князьями было частью, опять-таки, Восточной Римской империи,
Правда, она тогда немножко по-другому называлась, но об этом позже. Однако сама территория была частью Румейской империи. То это было бы совершенно невозможно. Ну вот только что я принял христианство, я женился на сестре императора, и что же я делаю? Я громлю и захватываю второе румейское владение в Крыму. Это что ж такое? Вряд ли это бы вызвало понимание Константинополя, и весь план крещения и породнения мог быть поставлен под удар. В качестве приданого за свою сестру византийский император мог бы это сделать, но это должно было оставить хоть какие-то следы в документах. Однако дело даже не в этом. Тьму-Таракань – очень недолгий эпизод в многотысячелетней истории этого города. Основали Германассу, а именно так первоначально назывался этот город, эллины, выходцы с острова Лесбос в Эгейском море. Примерно тогда же, когда был основан Херсонес и Пантикопей. То есть это примерно 5-4 век до нашей эры, когда еще Византия или Восточная Римская империя не существовала, Эллада была независимой от Рима, и существовали отдельные эллинские города. Позже он стал центром Боспорского царства, а с VI века нашей эры частью Румейской империи. В том же веке он был завоеван тюркским каганатом. После его распада перешел к хазарскому каганату. В это время он носил имя Тамат-Арха. Вот обратите внимание, основывают эллины, Германаса, она существует примерно 1000 лет, в VI веке завоевывают тюрки. И она логично переходит к хазарскому каганату, тоже тюркскому. Предполагают нынешние исследователи от сочетания тюркских слов «туман», «тумен», 10-тысячная армия, и «тархан», вид тюркской знати, освобожденный от уплаты налогов за несение государственной службы. После этого в период с 988 года, то есть это самый-самый конец первого тысячелетия, 2 года до конца тысячелетия, до миллениума, по 1083 год, то есть 95 лет, меньше чем век, он был во владении князей Мстислава Владимировича, воевавшего с окрестными народами, в том числе убившего в поединке косогского, или, как сейчас говорят, адыгского князя Редедю. Позже, 1054 года, Тьму-Тараканское княжество входило во владение Черниговского князя Святослава Ярославича, его сыновей Глеба, Романа и Олега. Далее несколько русских князей отбивали его одни у другого. В 1083 году в Тьму-Таракань воцаряется Олег Святославич. Делает он это при помощи, внимания, византийского румейского флота. То есть то княжество, та территория, которую в свое время русские князья завоевывают у румеев, в 1083 году один из русских князей снова атакует, теперь уже при помощи румеев, восточных римлян, и он отказывается от своего суверенитета как князь и переходит на службу Восточной Римской империи. Принимает имя Михаил. Судя по всему, крестится, потому что Михаил – это библейское имя, христианское, а до этого Олег – это языческое имя. И служит как византийский архонт Мадархи, Зихии и всей Хазарии. Последний раз Тьму-Таракань была упомянута в русских летописях под 1094 годом. Позже княжество находилось снова под суверенитетом Восточной Римской империи, то есть после 600-летнего перерыва Тьму-Таракань снова становится византийским владением. На этом ее история не заканчивается. В XII-XIII веках Матарха в период Золотой Орды, середины XIII – начала XVI века, Матрика в период расцвета генуэзских колоний XIV-XV век, Матрега в период османского правления XVI – конец XVIII века, Таман, а рядом находится турецкая крепость Хункала. Основная территория княжества, прилегающая к ней земли на Таманском полуострове и восточная половина Керченского полуострова. Ни в коем случае не Крым, а только восточная половина Керченского полуострова. Западнее это по-прежнему остается сначала печенежские
ханства, потом Половецкие. Ну и то, что в Горно-Альтайском Крыму мы уже обсуждали. В литературе высказывается мнение, что половцы отрезали тьму таракань от Киевской Руси. Для тех, кто знает географию, понятно, что она с Киевской Русью никак не граничила. Кто не знает, пусть возьмет карту и посмотрит. Значит, Кубань, Западный и Северный Кавказ, Крым, Черное Азовское море и карту посмотрит, где Киев и какую территорию тогда занимала Киевская Русь. Единственное возможное сообщение было по морю. Окруженный недружелюбными народами и постоянно сама навязывающий военные конфликты соседям, князья, по-видимому, пытались расширить территорию и основать новое государство, подобно тому, как это случилось в Киеве, где они сначала царились в Киеве, а потом захватили всю округу. Кстати, варяги и викинги постоянно такое делали. Я уже говорил о норманнах. То же самое происходило в Сицилии, куда варяги высадились сначала как полностью чужеземный элемент, потом захватили всю Сицилию, пытались захватить какие-то земли в Италии. То есть для той как раз эпохи это было очень типичное поведение скандинавов, викингов. Тьму таракань категорически зависело от моря и морского сообщения. Опять-таки, как у всех викингов. Не случайно последний князь и утвердился с ней с помощью Румейского или Византийского флота. И сам отказался от своего суверенитета, не справляясь, по-видимому, с ситуацией без поддержки могущественного патрона. Что касается населения и культуры Тьмутараканского княжества, оно не сильно отличалось от того, что было до и после. И многорелигиозный состав населения, потомки эллинов, к этому времени уже там эллинского осталось не так уж много, потому что еще в эпоху Пантикопеи, так же как в Херсонесе, в Пантикопее шел активный процесс смешения с окружающими племенами и народами, и даже местные аристократии, цари, в том числе Митридат Евпатор, воевавший с Римом, они уже не были эллинами по крови. Косоги, нынешние черкесы, хазары, армяне, румеи, аланы. Язычество соседствовало с иудаизмом и христианством. Типичный портовый город. Хозяйство состояло из земледелия, включая виноделие, торговли, ремесел. Есть артефакт, вызывающий споры. В конце XVIII века, после перехода территории Крымского ханства, в том числе Таманского полуострова России, кто-то нашел камень с высеченными надписями. В лето 6576 индикта 6 Глеб, князь, мерил море по льду от Тьмутараканя до Корчева 14 тысяч сажен. Подлинник этого камня хранится в Санкт-Петербурге. Копия его установлена в поселке Тамань в Краснодарском крае. Что касается названия того периода, то оно, очевидно, состоит из двух половин. Практически на этом же месте сейчас расположен поселок Темрюк. Он населен людьми разных национальностей, но преимущественно это русские и бывшие украинцы, потомки казаков, запорожцы, которые туда переселились. И есть люди других национальностей. У них в языке слово «Темрюк» никак не объясняется. Однако же Темрюк – это таможня по-крымстатарски. И это совершенно логично, потому что Темрюк – это действительно таможня в Крымском ханстве для тех, кто прибывал по Великому Шелковому пути и перегружал свой товар на корабли. И на некоторых других тюркских языках. Сочетание его со словом «тархан» дает Темрюк-Тархан, то есть владение Тархана, несущего таможенную службу. Похожим названием является Астрахань, который так звучит по-русски, но который на самом деле происходит от слова «аджи Тархан». Тархан, побывавший в хадже, точнее его владение. То есть, если вы спросите астраханского татарина, да и любого, как называется этот город, он скажет «аджи Тархан». Учитывая, что непосредственно перед захватом киевскими князьями город принадлежал хазарам и являлся одним из портов международной торговли в Черном море, концом сухопутной части Великого Шелкового пути, все довольно просто встает на свои места. Темрюк-Тархан, трансформировавшийся в русском языке Тьму-Таракань, потому что для нового населения этого места оно стало неизвестным, непонятным,
и труднопроизносимым, ну, вылилось в то, что оно вот так, как оно звучит сейчас. Кстати, вы знаете, что тьму-таракань в русском языке часто является синонимом какого-то очень отдаленного места, где-то затерянного, где-то непонятного. Хотя в настоящее время оно как бы так довольно близко, доступно и прочее. А в чем же дело? А дело в истории. Дело в том, что для Киевской Руси Темрюк-Тархан, Тамарха, захваченные где-то там в результате морского похода одним из князей, где-то там за морями, за лесами, за степями было действительно, вроде бы оно и есть это место, вроде есть это княжество, и кто знает, где его искать. Огромное количество людей, населения Киевской Руси, никогда там не было, слышало о нем только откуда-то, и знало, что это в том числе чужими землями, за землями хазар, половцев, печенегов, там, румеев и так далее. Вот, видимо, по всему, вот эта интерпретация тьму-таракани как какого-то затерянного, малопонятного и недоступного места, она уходит корнями вот в такую историю. В следующей части цикла аудиолекций о народах Крыма вы узнаете, как присутствие венецианцев и генуэзцев повлияло на торговлю, культуру и развитие региона, а также откроете для себя интересное сходство между крымско-татарской и итальянской кухней.